смотрите «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами военкор-волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях участник СВО из Дюртюлинского района, водитель медицинской роты имени Ахмета Давлетова полка Башкортостан Радик Динахметов. Радик, здравствуйте. Здравствуйте. До СВО вы работали в Башгосфилармонии. Так точно. Играли на флейте, верно? Да. Пели? Да. Концерты, признания, аплодисменты. И Слава вот Богу. вы доброволец на СВО. Почему? Я копил это желание. Идя по улице Цюрюпа, увидел брошюрку и прочитал «Твое время пришло». Эту брошюрку повесил у себя в студии, занимаясь, когда распевался, когда программы делал на флейте. А за силой слова это твой дух, это твое отношение к твоим близким, это твое отношение к твоей родине, к твоему отечеству. И 22 июня, как оказалось потом, я только дома заметил документ, предварительный контракт называется, у меня лежит. Я подписал 22 июня. Какого года? 2023 года? Да. И так это было для меня. Вот мой дедушка воевал под Ржевом, пехотинец. А сколько вам лет было на тот момент? 58. В роте Ахмета Давлетова полка Башкортостан вы служите санитарным водителем. Расскажите, в чем заключается ваша обязанность? Когда подписали контракт, мы выехали на слаживание и спросили права с собой. Я говорю, да, так точно. Все, вы будете санитарным водителем. Какой транспорт? Скорая помощь, Соболь, первый год. А сейчас я в медроте, там в народе говорят буханка, УАЗик. Это десятки, наверное, километров в день. Ну, если не сотни. Меня они стараются поближе, как бы такие перевозки. А на дальние расстояния ребята вот молодые, боевые, профессионалы, которые имеют много категорий в своих правах водителей. С теплом к вам относятся, берегут вас? Ну, я это ощущаю. Я им благодарен вот за их отношения и помощь. Очень благодарен. Вы служили в медвзводе батальона Героя Советского Союза генерала Тагира Кусимова, а теперь в медроте имени Ахмета Давлетова. Вот эти имена этих героев, что значит для вас? Каждый боец, который подписал контракт, он подписался под тем, что он готов пожертвовать своим здоровьем, своей жизнью ради защиты интересов России под знаменем наших героев, которые тоже жертвовали своим здоровьем, жизнью в Великой Отечественной войне. И для нас это дополнительная энергия, дополнительные силы, есть на кого равняться. Вы в одном из интервью рассказывали, что очень много молодых ребят. Кто они? Современные герои, современные патриоты? Подписав контракт и выдвинувшись вот на СВО, в свои 58 лет, так скажем, да, я думал, про себя, чем еще можно удивить себя, вот что. А сейчас уже третий год, служа вот с этими героями, бойцами, я не перестаю удивляться вот этим молодым ребятам от 20, 30 лет, 35, 40 лет, 45 лет. Какие они настоящие. Там за ленточкой вы неоднократно пересекались с нашим коллегой из службы новостей канала БСТ Рафиком Ахметшиным. Там за нами плакат генерала Шаймуратова, который при входе везде, вот у нас вот. А вот здесь дальше кто на фото рядом с вами? Это бойцы, мы полностью на плацу. Это был смотр строевой подготовки полностью всего полка Башкортостан. И мой друг из Белорецка, позывной Мечел, Асан Агай, давайте я вас сфотографирую, запечатлю. Уже родные люди, наверное, стали. Да. Асан Агай, вы говорите, почему Асан – это ваш позывной? Когда в военкомате мы подписывали контракт и, прибыв на слаживание, нам наши командиры сразу сказали про свои имена, свои отчества забудьте. У вас только есть позывной. И Асан – это ваша родная деревня. Я сразу решил взять не просто это название деревни, за это названием народ этой деревни, этого района. Здесь на фото боец на коне наверняка башкирской породы. В нашем медвзводе, единственном медвзводе, вот
У нас вот была лошадь. Лошадь жива, выполняет по-прежнему боевые задачи? Обязательно, конкретно, слава. да. Вы были ранены, но отказались от положенных вам выплат. Почему? У меня по документам это считается легкое ранение, увечье. Вот. А ребята там тяжелейшие ранения. Но с вы боев. отказались в пользу участников СВО, Я верно? сразу позвонил советнику главы республики Олегу Фензировичу, поставил в известность замполита полка банкира Рустама Рафиковича. Я говорю, эту сумму передаю СВО. Олег Фензирович Камалетдинов, советник главы Республики Башкортостан, как отреагировал? Отреагировал, говорит: Асян, давай так, сейчас положишь трубку, ну, сотовый, и подумаешь, вот, а я тебе вот перезвонимся. Он, оказывается, в это время пошел к командиру полка Имрану, доложил, что боец Асян вот так, вот так. Это бывший командир полка Башкортостан. Так точно. Он перенял информацию и сказал: Поддерживаем. слова благодарности, поддерживаем. А какая сумма была? 3 миллиона. 3. Олег Фанзирович, мы уже перезвонились. Ты изменил свое мнение сейчас за это время? Я говорю, никак нет. А семья поддержала ваше решение? Я прослезился, когда я шел в отпуске на площади Салават Юлаева. Сын говорит, спасибо, папа. Просто дочка тоже обняла, говорит, спасибо, папа. То есть это значит, получается, правильное воспитание было. И я очень благодарен судьбе, что вот такие дети. Спасибо вам за вашу человечность, за ваш патриотизм, который вы передаете своим детям. И давайте вернемся к вашим талантам. Вы играете на флейте, но и там, на СВО, вы находите время, чтобы брать в руки инструмент. Башкортостан, Олга, biz birge. Хочется замереть и просто слушать эти звуки. Вашей музыки, вашим талантам. Как часто удается брать в руки инструмент? Конечно, естественно, там никаких планов нету, сценариев, когда я буду брать, там ты не можешь это об этом сказать. Но я максимально именно, вот какая-то минутка есть, раз, сразу беру прямо в УАЗике. Есть какая-то пауза, бойцы сидят, пока ждем, например, там оформление документов. Ребят как реагируют? Ну, просто благодарны. Сами просят? Да, кто уже узнает, что это Асян, что это музыкант, естественно, они просят сыграть, спеть и спеть башкирскую народную песню. Это моя миссия. А удается поддерживать связь с филармонией, с коллегами? Не то, что удается, мы всегда на связи. Я так благодарен им. Мой первый отпуск сразу пригласила филармонию Амина Евнеевна, министр культуры. И знаете, она... Амина Евнеевна Шафикова. Да, она: Асян, что бойцам нужно? Я говорю, знаете, карломанскую сгущенку. Из Кармаскаленского района Из Республики Кармаскалинска. Башкортостан. Да. И что вы думаете, перед отправкой целой коробки были сгущенки? Вот потому что... Настоящей синей этикеткой в жестяных баночках. Да, вот там много сгущенки, очень много, да. Но такой нет нигде. Такой нет, вот нигде. Вас поддерживает филармония, но здесь еще ваш такой надежный тыл – это ваши дети, ваша семья. Кто они? На экране моя мама. Как зовут маму? Флюза Гелемовна. А дети чем занимаются? Сын у меня виолончелист, сегодня проходит обучение на 3-м курсе в консерватории. Дочка пианистка, но потом выбрала после получения этой профессии также, я думаю, творческую профессию архитектура. Вот. Рисунки наверняка там очень многое для вас значит. Это и привет с родной земли, Да. и слова поддержки от маленьких детей. Конечно, мы их получаем. Бойцы, мы все, я прошу помогать, в палатах вот бойцы лежат, мы все собираемся. У нас есть такое довольно большое помещение. Раньше бы называли это красный уголок, вот. А сейчас уголок такой, знаете, духа, уголок, где может боец сесть, уединиться, письмо почитать. У вас на груди орден Мигали Шаймуратова, медаль участника СВО. И еще одна медаль Георгия Жукова. Да.
позапрошлый отпуск принимал Ради Фаритович, и было вручение наград всем бойцам. Когда Ради Фаритович Хабиров, глава Республики Башкортостан, лично вручал вам орден Шаймуратова, что почувствовали в этот момент? Гордость за республику. И если я музыкант, выхожу на сцену, я волнуюсь. Но здесь никакого волнения не было. Здесь просто гордость. И ты думаешь, что эту награду еще вдвойне, втройне, в эту награду вложить еще больше сил, служить Отечеству. Уроки мужества вы проводите в школах, когда приезжаете в каждый свой отпуск. Что говорите детям, подрастающему поколению? Во-первых, я начинаю всегда с песни. «Равняйся на наши знамена, батыров великих, на них имена, и мы перед ними клянемся достойными быть на все времена». Наверное, только наш полк имеет такой вот гимн. И я все встречи вот начинаю с этого гимна полка Башкортостан. С гимна полка Башкортостан. А какие вопросы ребята задают на этих уроках мужества? Может быть, какой-то тронул особенно сильно? В Дюртюлинском районе один ребенок подошел в лагере после уже встречи. У меня папа на СВО. Он умер. Я ему сказал: нет, он не умер. Он погиб, защищая интересы нашей России, нашей республики. Он погиб за свободу. Твой отец погиб, защищая всех нас. И вот он, знаете, он отошел прямо другим. Вот он совсем другим стал. Как будто даже... Почувствовал вашу поддержку, наверное. Да, и сам себе такую гордость за отца. О том, что вы народный артист Республики Башкортостан, ваши сослуживцы знают? Я говорю, я здесь не народный артист. Я здесь боец Осян, ребята. А чувствуете поддержку от Республики Башкортостан, от руководства Республики Башкортостан, от всех жителей нашей республики там за ленточкой? Это, знаете, если скажу вот в круглосуточном режиме, это будет правильно. Потому что очень много помощи со всей республики от руководства. А вы на автобусе в отпуск приехали? Так точно, конечно. Ваш автотранс? Ваш автотранс, наши, конечно, Ради Фаритовича, руководство. Еще раз просто хочу от имени всех бойцов 31-го полка Башкортостан сказать спасибо, потому что с порога до дома практически комфортабельно автобусы довозят. И не могу в заключение не попросить вас еще раз спеть что-то такое в поддержку нас здесь, в тылу, и в поддержку наших ребят там, на СВО. Башқұрттар кетті оғышқа, ұзатып қалды көк Урал. От ойнатып алда бара, Шаймуратов генерал. Храбрых конников на славу старый вырастил Урал. Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал. Башкортостан алға, Россия вперед. Победа будет за нами. Мы должны знать своих героев. Мы должны равняться на этих наших героев. Но и вы тоже наш герой. И спасибо, что вы защищаете нашу Родину. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Крепкого вам здоровья и скорейшего возвращения с победой. Спасибо большое вам за поддержку. Спасибо, Республика. Сегодня у нас в гостях был участник СВО из Дюртюлинского района, водитель медицинской роты имени Ахмета Давлетова, полка Башкортостан Радик Динахметов. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.